операцию эту гагарскую разрабатывали Вова Аршба, Султан Сосналиев. И, пожалуй, все. Вот, пошла разработка этой операции. Она не один день, не 2 дня. Тщательно изучали, собирались все карты, собирались разведданные, что там, чего там в Гаграх, как и так далее. И с учетом всего этого готовилась операция. Ответственный был Вова Аршба, Сосналиев на Бзибе в школе. Вова Аршба, Кашиемка была установлена где Пицунский поворот, Тагараджа. Командный пункт был установлен. Прямые непосредственные участники боев, кто вели там непосредственно, это был Сергей Платонович Дбар и Мухаммед Килба. Была наша первая операция, поэтому она, практически почти все руководство повстанческого движения, можно сказать, там находился. Здесь в штабе остался здесь только дежурный, все, больше. Ну, кто на рации, на связи сидел бы, если что-то нужно, мог бы туда подбросить там и так далее, и так далее. А там еще какой-то, откуда он взялся, мы тогда тоже не знаем, но нам доложили, что профессионал то другое, русский, довольно-таки уже зрелого возраста, лет по 39-40 такой, который, говорят, хорошо знает боевые действия. Ну, раз говорим, оттуда на связь вышли, ну, раз говорят, давайте, говорим, задействуйте. И этот берет в один из дней, поднимает ребят ни с того, ни с чего и ведет их в бой среди ночи. А оттуда на связь выходят к нам, вы, говорит, какую-нибудь команду давали? Нет. А что, вот так, повел ребят в бой, и вот стрельба идет, то другое. Какая-то часть пошла, какая-то часть не пошла. Мы отсюда, естественно, Вова и Султан немедленно остановить, если связь какая-то есть, остановить немедленно и так далее, и так далее. Его арестовать, того, кто это поднял. Остановили эту операцию, отсюда сразу ребята выехали, Игорек, Бесик, еще ребята. Игорь, Таня, Бесик, Да, да, того арестовали, доставили сюда. Провокатор оказался. Естественно, подключилась сочинская ФСБ. Кто только не подключился, чтобы его к стенке не поставили. Потом начали умолять, просить, чтобы его отпустили и так далее. Это счастье, что убитых не было. Раненые были, но убитых не было. Это счастье. С Балашидзе. Он короткий промежуток времени был. Я даже его судьбу не знаю. Естественно, после этого Тедди был оттуда отодвинут, кто командовал оборонительным рубежом, да, он был отодвинут, это Гудаутский военком, и Сергея Дбар перевели туда. Сергей Дбар своих разведчиков запускал, то, другое. Уже Сергей тоже подтянулся сюда, в штаб, и вот его ознакомили с планом операции, он свое дополнение ввел, что, к чему, как. Он, между прочим, как штабист сильный был. Ну, человек не боялся ничего. Ну, я не знаю, может, в душе боялся, но внешне никогда не был. Подготовились мы к этому наступлению. Значит, у нас, помимо того, что мы передали, не передали, а всем отдали по боекомплекту, кто идет в наступление, какие-то гранаты, и еще у нас по складу оставалось 170 или 180 тысяч патронов. Естественно, перед самим наступлением здесь отдельно подготовили взвод с машинами, который следом шел бы за этими ребятами и собирал бы трофейные патроны, боеприпасы. Все, что трофейное попадает, чтобы собирать, чтобы пополнить боеприпасов. А там еще такую идею кто-то внес. Собрать все трактора, сколько есть, обычные трактора, вот эти пахотные, бульдозеры, снять с них глушители, без водителей, и через каждый какой-то промежуток расстояния просто пустить их
в ихнюю сторону. Это, шум, гам, Изобретательно как. страх и так далее, паника. Плюс эти лазань начнем запускать, взрывы и так далее. Мы без опыта, правильно, войны. Но надо же было учитывать, что они тоже без опыта войны. Это же тоже учитывалось. И теперь, значит, моральным духом надо забрать только. И моральный дух у наших ребят оказался сильнее. Среди белого дня начали эту операцию. Среди белого дня Гена Чанба по центру пошел, там Нугзар Далбая слева, ближе к морю. Северокавказские ребята по горам пошли, и вот так Гагра была разделена по частям, где кто должен был выходить, и по морю Ибрагим Яганов пошел на корабле. Он высадился в районе Холодной речки, и приступили к операции. Там казаки, и операция пошла успешно. Артаурском, Яхава Гижвела говорит, но мы от них скрыли. Подготовку этой операции, все мы скрыли от них. И они нам прогнозируют, если вы, говорит, приступите к операции, с учетом местности, горы, моря, промежуток площади узкая, плотность огня большая, потери наступающих и обороняющихся 1 к 5. Вы представляете, сколько вы человек можете? Их там находится столько-то человек. Там и цифру нам преподносят. Вы представляете, вы минимум 500 человек потеряете. Султан так посмотрел, мы разберемся, сколько мы потеряем. Что мы потеряем, это не ваша забота. Когда они ушли, Вова Аршба, у нас там всего 450-500 человек. Если 500 потеряем, тогда кто Гагру освободит? И вот с этим количеством людей мы пошли на наступление в Гагры. И Гагру освободили, дошли до Украины, до молодых Украины. Ночью там заночевали. Опять среди белого дня пошли. И на второй день к утру уже вышли на Псов. Вышли на Псов, и в этой операции вместе с позиционными боями мы потеряли 52 человека. Всего 52 человека. Да, для нас это много, но с учетом того, что это наступательная операция, это было немного. Мне больно это говорить. Я это говорю как статистика, вместе с тем мы теряли своих братьев, близких. Это душевная боль, материнская боль. И вот там, в этой операции, погиб вот этот Алхас Чавру. Он посмертно присвоено звание ему Героя Абхазии. Все они герои. Действительно, они все герои, они все заслуживают героя, ибо еще не обстрелянные огнем, не не имея опыта войны, ребята в полный рост шли без страха. Страх был, конечно, до Гадзеёпимшу, но вместе с тем могли перебороть этот страх и пошли вперед. Но потом началось. Гагру освободили, пошел второй эшелон у Бар-Трыцбах, не видеть, не слышать ничего, которые по домам пошли, это трофеи искать и так далее. Я не знаю, наверное, каждая война сопровождается. И во все времена. Перед началом войны ребята завезли топливо. Это частным бизнесом занимались, за свои деньги куплены были. Завезли сюда порядка 2000 тонн топлива. Там бензин, солярка, там масла разные. Ни о чем, хотя знали, что
на это немалые деньги ушли, ребята ни о чем не задумываясь, сразу пришли сюда в штаб и говорят, вот это используйте для всех нужд, необходимых для победы. Сколько возможно, сколько хватит, хватит. А Бог даст, Гагры освободим, мы еще завезем. Плюс, пока позиционные бои были, мы выбирали подходящие моменты. Наступления не было и так далее. В Ишерах, что на нефтебазе топливо было, все это топливо тоже мы вывезли сюда. Все топливо вывезли сюда. Ребята на этих бензовозах под свой страх и риск возили это топливо, а контролировал под руководством, вывозка вся была под руководством Зауравидзе. Вот все это вывезли. Благодаря вот этому топливу у нас была возможность и технику заправлять, и передвигаться, и скорые могли двигаться, и все. Когда света не было, дизельные установки запускать, госпиталь круглосуточно могла работать. Значит, Гагру мы освободили. Когда пришли на границу ПСО, у нас по складу оставалось 7,5 цинков патронов всего. Если расстояние было бы еще больше, нам уже нечем было не оборону держать, если что-то захлебнулось бы, все, боеприпасов не оставалось. Мы туда, когда вот это Алазан запустили, Алазан, чтобы больше эффекта было, значит, тоже кто придумал, не знаю, Валера Хагба, все это нам, Изугович, напалмом все заполнил, все эти, они куда идут, огромный взрыв дают, поражающего эффекта ада, но напалм загорался и свое дело это сделало. Все вместе, вот эти трактора без глушителей, эти Алазань. А там уже, когда Гагру освободили, мы уже взяли порядка. Там как-то я слушал, или написано было, что около 40 единиц техники, бронетехники взяли и так далее, трофейной. Ну, такого количества, конечно, не было, но взяли немало. Взяли немало. И самое интересное, вот это сбором вот этих, боеприпасов и трофейного всего военного имущества занимались здесь там Аслан Тарба и Чипа Барцец. Гранатометы были, снаряды гранатометом были, то, другое. Но у них, пока они то это все со своими ребятами, все это собирали, туда лазили, сюда лазили, у них угнали машину с патронами. Кто-то умудрился угнать. Но я понимаю, что это не со злых помыслов, а кто-то к своему батальону хотел побольше патронов и угнали эту машину. Такая истерика у Аслана этих началась. Но обидно, они для склада, для всех это готовят, а здесь какая-то горстка, группа какая-то утащила, нашли, вернули все это. Уже нам на душе тоже стало легче, что не 7,5 цинков осталось, а уже что-то есть. Если с той стороны что-то началось бы, то было чем уже останавливать, здесь свободно. Но здесь и дорога открылась уже. Уже нам легче стало, намного легче стало. И морально. И моральный дух, во-первых, поднялся. Конечно, было очень больно, было очень обидно то, что не дожили вот эти наши 52 человека, не дожили до победного дня, до победного часа, хотя бы вот это освобождение Гагры. И радостно было, и горестно тоже на душе было. После освобождения Гагры, вот тогда-то и Владислав Григорьевич уже издал указ о создании Министерства обороны. Министром обороны был назначен Вова Аршба, начальником штаба был назначен Султан Сосналиев, заместителями министра был назначен Сергей Шамба,
Паша Арджинба и я, заместителем министра. Вот, и уже развернулась вся эта деятельность, но там такого не было, что я этим занимаюсь, ты этим занимаешься. Мы все друг друга дополняли, все. Мы все делали и черновую работу. Единственное, что мы не принимали участие в разработке какой-либо операции, потому что мы не специалисты, это специалисты занимались. Наша вот всех вместе взятых задача была обеспечение всего необходимого для того, чтобы эта операция осуществилась. Это бессонные ночи, практически и не было времени, чтобы лечь, поспать где-то хотя бы 2 часа. Такого не было. Вот час, полчаса, 15 минут, 20 минут, все. Это максимальное, это круглые сутки. В первые дни войны эту панику надо было останавливать. Второе, все это организовывать нужно было. Но самое, что было, это у людей, у наших, которые я лично всем благодарен и преклоняюсь перед нашим народом, люди всецело, кто остался здесь, всецело отдавали себе ни своих жизней, кто с оружием в руках, а кто в тылу находился, не жалея себя ни в чем, трудились, как могли, не покладая рук. Женщины, старушки распарывали свои свитера шерстяные и так далее, садились, вязали шерстяные носки, перчатки вязали, и все это сдавали, отправляли туда, на линию фронта. Там много не получалось, на всех, естественно, не хватали. Но что могли, то делали. Старички ходили, вот эти палатки, ощапаку, все вот это швейникам несли. Вот эти палатки резали на лифчики для того, чтобы туда рожки автоматные, все это вставлять. Была сильная боль и большая проблема, что мы не можем обеспечить того необходимого, сколько требовалось на Восточный фронт. Практически там все ребята организовывали, все делали на энтузиазме, на трофейных оружиях, то, что отнимали партизанским путем, вот так, то, что создали. И когда у нас появились вот эти кукурузники, мы ожили уже, никого просить тоже, мы самостоятельно могли посылать вот эти два. Как они появились? Владислав их нашел, или Алик Айба вот, с Геной. Вот кто-то из них, ну, во всяком случае, мы когда Гагры освободили, там было много цветного металла. Весь этот цветной металл мы сразу дали команду собрать и доставить сюда, в Гудауту, чтобы там его так просто тоже не утащишь, но вместе с тем нашли бы, как это делать, чтобы в одном месте заскладировать. Трасса вот от Пицунды до Гудауты, каждый перекресток, где какой-то был съезд, был нами перекрыт. И каждый определенный участок маршрута у нас стоял человек. Всем этим, значит, поручено было это. Еник, парень один был, имя я его забыл, тоже в России работал, все, бросил, приехал сюда. Поручено ему было. И, значит, там шел как маршрут. Вот машина проезжает определенный, там стоит человек. Он засекает время. Оттуда до сюда за сколько проехал. Первая машина, когда пошла с сопровождающим, вот все промежутки засекали время. Какой промежуток, чтобы никуда ни влево, ни вправо не могла уйти. Весь этот груз доставили. И когда начали сверять сюда, в Гудаут, и когда начали сверять, у одной машины не получается по времени, он опоздал. Ну, естественно, его за уши. За уши, пока он сбросил одну чушку где-то, пока ее не притащил, от него никто не отцепился, все.
И передали мы это все депутатам. Они это все там кому-то поручили, кто-то реализовали в Турцию. Вот тогда пришло от 5 до 7 миллионов долларов. Отгрузили вот это то, что цветной металл. Что вот на эти деньги практически большую часть войны, все эти деньги, естественно, было сдано под контроль, хранились в банке или где это уже не в нашей компетенции было. И вот на эти деньги уже приобреталось обмундирование, там, боеприпасы, смогли уже оплачивать вот эти кукурузники, которые пригнали сюда. И теперь кукурузники сюда пригнали, но мы начали здесь пробовать топливо. Сперва обычный бензин залили, одной марки он определенную высоту набирает, все, дальше не поднимается. Другой тоже не подходит, и все, как только выше определенной высоты заходит, начинает захлебываться, и все, летать не может. И тогда Паша Ардзенба, Лёва Хагуш, он после войны был военным прокурором, бедный, погиб в автомобильной катастрофе. И связался с ним, Налик Хагуш тогда тоже в Ростове находился. Надо найти вот этот бензин для кукурузников. Мы настолько в нем нуждались, и я даже запомнил Б-91-15. И Лёва Хагуш отыскал нам это топливо и наладил сюда поставку. Лёва отправлял оттуда, с Ростова, с Ростовской области, царство ему небесное. Здесь Рудик Хагуш встречал на границе, уже завозил сюда, и здесь мы уже в цистерны и так далее. И тут уже наши кукурузники начали курсировать потихоньку. Славикешба, Тутка Гирзмава начали уже курсировать. Здесь, естественно, вывозили оттуда раненых, туда то, что по весу возможно было, туда питание отправляли, боеприпасы отправляли, оттуда раненых сюда привозили. Но все равно этого было недостаточно. Там уже люди почувствовали, что они не забыты, что туда поддержка есть. Мираб, между прочим, у нас часто связь была, мы еще друг друга в лицо не знали, но уже у нас позывные были, по позывным друг друга все знали. А какой у вас был позывной? У меня 16-й был позывной, да. Да, у Паши был 15-й, у меня 16-й, Султан 12-й. 18-й Мираб был, Владислава 5-й. Связь пошла, и начали туда отправлять боеприпасы, оттуда. Лёва Хагуш, вот благодаря ему практически очень много спасенных жизней с Восточного фронта, потому что кукурузники сюда добавляли. Было чем защищаться. Вот благодаря ему, его брату Рудику, вот они, тот отправлял, этот встречал на границе, чтобы там пограничники на российской стороне с ними договаривались. Что они договаривались, как они договаривались, где-то что-то платили или бесплатно, мы ничего не знаем. С нас отсюда они рубля туда не взяли. Рубля туда не взяли, и там были и такие, которые отправляли вот за это надо заплатить, или за это то надо, там мешок кукурузы или мешок пшеницы отправили, или мешок там пшеничной муки. Сегодня говорят, я это сделал, я то сделал. Что ты сделал? Здесь люди жизни отдавали, ты об этом задумывался?
Ты можешь об этом вообще вспоминать и говорить. Другое дело, топливо отправляли. Это топливо людям жизни спасало. А здесь ты не отправил бы этот мешок здесь с голоду, не умерли бы. Здесь крестьяне все работали, трудились, кукурузу выращивали. Вообще тогда, в тот период, как все вместе как объединились, если сегодня вот это все было бы, мы бы в такой ситуации не были бы. Сегодня мы как-то себя ведем, ну, честно, даже иногда даже не то чтобы обидно, а больно. Санда Кахазара, президент Даны, Санды Иргаларыма. Сосхалас на Хорогудеме. И это каждого президента это касалось. Я не имею в виду только сегодняшнего. И все время у людей это не так, то не так, там тем недовольны, этим недовольны, этим недовольны. Ну, это так не бывает. Трудиться всем надо, тогда будет немножко легче. А по-другому не бывает. А в тот период, во время войны, все трудились. Пришло несколько вагонов со снарядами. Ливнем дождь идет. Поехал я посмотреть, как идет разгрузка. Потому что эти вагоны срочно нужно было обратно отправлять. И есть такие вагоны срочного возврата. Ну, на всех, говорит, сразу ближе подхожу, смотрю, Пач Харитонович ящик на себе тащит, разгружает вот эти вагоны. Да, человек этот уже под 60 лет, должность министра занимает. И вот эти вагоны разгружают. Я говорю, Пач Харитонович, вы что делаете? У вас без этого там дел хватает. А в тот период уже начали, как его, оборонительные линии закапываться, то, другое по гумисте. Здесь начали пилить вот эти балки, малки и так далее, для того, чтобы блиндажи обустраивать, все это делать. Там у вас без этого... Нет, Валера, я, говорит, как, говорит, не могу, говорит, я что-то должен делать. Ни в какую, вот со всеми разгружал, и все. Все знали, что армию кормить надо, что семью кормить надо. Когда вот началась война, оттуда шли северокавказцы. Естественно, они нам и моральный дух подняли, и жизни здесь многие положили, многие герои Абхазии и так далее. Наверху их встречал Тандья Кухава. С ним его сыновья были. Вот он как мог их встречал, дальше давал сыновей, и сыновья уже сопровождали их до Аватхары. Сидел он там уже, ну, пока вот снег не начал, пока еще перевал можно было переходить, вот до тех пор и Келлергла, ну, брат, там и встречал вот этих людей, там Харцук Диржон, Рапсад Диржон. Дальше его сыновья вниз провожали всех. Почему я тот раз сказал, эту дорогу нам важно было сохранить, потому что и добровольцы шли по этой дороге, и боеприпасами встречали тоже по этой дороге. Там остался брошенный грузинский скот. Где-то голов 400. Наверху у нас сидели, помимо того, что на Псху ребята у нас сидели, наверху тоже сидели там Гена Сабо с ребятами. Гена вышел на связь, говорит, что нам делать, здесь согнали, говорит, много брошенного скота грузинского. Язауй хазцай. Мы говорим, не растеряйте, все соберите в кучу, людей пришлем, чтобы перегнали сюда. Это тоже морально, тоже какая поддержка. Уже знаешь, что у тебя есть 400 голов скота, и что ты людей сможешь кормить, армию сможешь кормить. Это быстро все это организовали людей, отправили туда. Этот скот весь перегнали, вот здесь на Гудаутский ипподром загнали и передали министерству. Тогда же все министерства Гудаута передали Министерству сельского хозяйства. Недавно от бедный Маширла Тахит и топальщик стран Игорь Герзмава. В тот период этот парень практически делал невозможное. Складов не было. Снабжение, допустим, поступление питания откуда-то
не было. Он умудрялся вот это все, чтобы ничего не пропало, ничего не испортилось, мотаться по всем селам, собирать помидоры, огурцы, кукурузу, молоть ее и кормить. Да, у нас во всех домах отдыхах сидели ребята, потому что сменки происходили, одна часть на передовой, другая возврат. Кто-то домой шел, а добровольцы все по домам отдыха, всех кормить нужно было и так далее. Фронта. Вот этот парень все возможное и невозможное делал. Здесь все вместе, если не сделали бы, то да, у нас был верховный главнокомандующий, который духом стоял всегда с нами, который во всем нас поддерживал, был хороший начальник штаба, был хороший министр обороны, и остальную работу все делали. Вот, например, ГСМом, вот питанием занимался Игорь Герзмавов, обеспечивал всех питанием. ГСМом обеспечения всех занимался Олег Бациев, сегодняшний посол, сейчас он от Осетии у нас. Обмундированием, одеждой занимался Славик Вардания. С ним был, это, как его, Лейба парень, имя не помню. С этим, как его, с Олегом Бациевым был Агрба парень, тоже имени не помню. Все, если все стихийно вот так выкинули, у нас ни топлива не осталось бы, ничего не, все было подконтрольно.